Меня зовут Андрей Андар. Я предприниматель и член торгово-промышленной палаты Республики Тыва. В бизнесе я уже почти 10 лет. Практически утрированно сразу после института получилось, что я по найму после института, в классическом понимании, не пошел работать, а вот сразу нашел себя в бизнесе. Наверное, вот так. Все свое студенчество, с самого первого курса, в том числе и работал. Порядка, наверное, тоже лет 8 проработал в ресторанах поваром, то есть самой младшей должности, помощник, условно, заготовщика, и увольнялся уже в статусе сус-шефа. И, в принципе, по логике мне надо было уже переходить в должность шеф-повара, но я понял, что в этом направлении уже, в принципе, исчерпал себя, и надо что-то другое. Плюс к моменту окончания работал в такой, освоил такую определенную специфическую профессию, заработок был в интернете. То есть я работал из дома. Для Москвы это было, в принципе, очень комфортно. То есть утром, я жил против трафика, так называемый. То есть утром все едут на работу в пробках, пробки в эту сторону, а я сижу дома в халате, в тапочках и никуда не спешу, налил себе кофе, сижу за ноутбуком, работаю. Вечером тоже все весь трафик, пробки в другую сторону, а я спокойно тоже гуляю или что-то делаю. Но там была специфика в том, что рынок, то есть специфика работы была привязана к американскому рынку, и приходилось в силу этого работать по ночам. И 3 года я что-то типа биржи. Она очень узко специализирована, да, и то есть, по сути, 3 года я общался с монитором, очень много статистических данных надо было обрабатывать, очень много математических вычислений. Да, я, наверное, зарабатывал, когда уже более-менее, реально освоился в профессии, примерно 2, иногда 3 московских средних зарплаты, не выходя из дома. Так как я себя всегда, дома, в Туве, в студенческое время, когда приезжал, я себя здесь сугубо хорошо чувствовал. То есть я очень люблю в Туве находиться. И был момент, что с женой: давай переедем. Куда? Давай в Туву. А может, в какую-то типа Черногорию или Бали. Почему бы и нет? То есть мне-то, по сути, нужен был ноутбук и интернет. То есть неважно, какая точка планеты. А мы еще с женой очень любили, когда в Москве жили, ходить в Третьяковку, в Пушкинский музей, или музей современного искусства. То есть постоянно, почти каждые выходные проводили в таких местах. И как-то раз мы договорились встретиться на метро Третьяковская. То есть она-то в офисе работает, а я дома, как я говорил уже. Да, я из дома приехал на Третьяковскую, она с работы на Третьяковскую, и она раз мне кофе дает в стаканчике и говорит: на, попробуй. А я говорю: а я кофе не пью, потому что до этого момента для меня кофе это был магазинный этот порошковый кофе, и он мне не нравился на вкус. Да, она говорит: нет, ты не понимаешь, это другое. Я, ладно, раз попробовал, и такой: блин, как круто вообще. Это очень, мне нравится на вкус. Что это? Она говорит: это из нормальной профессиональной кофемашины, из Starbucks кофе. И мне это так зашло, и как раз были мысли на то время в Туву обратно переезжать. И я подумал, ниша же на тот момент практически пустая была. Я подумал, раз ниша пустая, надо в дополнение к своей той деятельности, интернет-заработку, открыть какой-то офлайновый бизнес. И на тот момент ирония была в том, что я думал, что достаточно примерно, полгода, чтобы его настроить, передать в руки управляющего и удалиться если тебе хочется удалиться условно домой, в Туве же, да, то ты удалишься и иногда будешь приходить контролировать, или же вообще в другую точку планеты. Но, как, наверное, я не первый и не я последний предприниматель, который потом уже понимает, что нет такого в бизнесе, что ты открыл, кому-то отдал, уехал, и все это работает. Но все время требует неусыпного внимания, как и ребенок. То есть нельзя же ребенка родить, полгода его понянчить и на 10 лет отдать няньке. То же самое бизнес – это в определенном смысле ребенок для предпринимателя.
Ну, вот так. И вот, в общем, из там любви к кофе, видимо, да, в 2013 году Мокко появился. Ну, довольно сложно, да, потому что даже некоторые там полиграфические компании, да, там какие-то раздатка, какие-то элементы экстерьера, еще что-то, на тот момент, там почти 10 лет назад, формату вот такой кофейни были не готовы, и они не понимали, что я их прошу, там, ну, элементарно маркизы на окнах. То есть там я прихожу, говорю, ну, я готов заплатить, там, изготовьте мне маркизы. Они говорят, ну, что это? Я начинаю объяснять, что это вот там окно сверху, вот такой навес, там, еще там логотип должен быть. Ну, такие моменты были, ну, все это преодолевалось и делалось. И первые, там, ну, условно, полгода, может быть, самый большой год, я все это, всю операционную деятельность и все там моменты, ну, по большому счету, не понимая, что управленческая финансовая отчетность очень важна, одолевал как бы, ну, на голом энтузиазме. То есть не хватало специфических знаний. Ну, хорошо, что я там через, ну, примерно полгода я ощутил, что специальных знаний не хватает, и начал там читать там бизнес-литературу, проходить какие-то курсы. Ну, и по сей день в этом состоянии нахожусь. Ну, то есть постоянно приходится учиться. И то есть я знал, как должна работать кофейня внутри, и как готовить десерты. Ну, и вот и то делали мы сами на тот момент. Да, ну и то есть вопрос уже был, что может ли медик там, да, открыть. Да, может, ну, хорошо бы там досконально разобраться. Надо действительно, ну, разобраться в том, чем ты собираешься заниматься как предприниматель. Ну, даже это косвенное отражение находит там в политике того же Росинтера, да, старшие сотрудники ресторана, там, управляющие или сушеф, они тоже начинают стажироваться с самого начального уровня, сами там, ну, условно, я не знаю, там, чистят креветки, сами готовят на плите. Ну, это делается для того, чтобы, ну, реально руководитель понимал, как это устроено, сколько времени занимают те или иные процессы, и, ну, чтобы адекватно, разумно в состоянии быть, там, спрашивать сотрудников, почему вовремя не сделано и так далее. Ну, либо же второй момент взять себе в соучредители какого-то бизнеса, ну, допустим, ООО. То есть, чтобы второй соучредитель был носителем компетенций вот этих необходимых. Ну, и вот этот, ну, результирующее от двух слагаемых, ну, оно, видимо, позволило, чтобы этот бизнес тоже получил свой ход и не там закрылся через полгода. Ну, то есть два основных вида бизнеса. Вот торговый бизнес, вот по ТУЕ, по крайней мере, и проектный. Вот у тебя проектный бизнес, ну, тоже вот проектный бизнес рассматривается. Управленческий учет, финансовый учет, как там, какие подводные камни, как все там настраивать, как система мотивации там, персонала, как правильно считать, как где ты упираешься в потолок, причем там есть довольно, ну, с одной стороны, парадоксальная вроде бы формула, но она, когда ты увидишь, она настолько простая, что ты, ну, реально поймешь, почему ты там бизнесы типа кафе, там, ну, все другие бизнесы, они в какой-то момент упираются в некую цифру количества клиентов, происходит там пару простых процессов, и которые, если на них не смотреть, особенно если не знать, как смотреть на них, то их не видно, но они вот перед тобой идут, и ты не понимаешь, почему же ты не можешь вырасти. Вот такие истории. Всякий труд должен быть оплачен, и я только не только про себя говорю, а сейчас я там, ну, реально очень давно уже делаю оплаты, там, ну, все, за что я могу там заплатить, я, ну, как бы, ну, давно уже пришло понимание, что, ну, всякий труд, он должен быть оплаченный. С ребятами, там, 2-3 человека, уж там, не помню точно сколько, сидели, общались, и есть один друг, он, ну, отличный парень, но иногда он любит так, ну, чуть-чуть поныть, типа, да вот, все плохо, там, типа, делать нечего в ТУЕ. Я говорю, да как нечего? Говорю, тут столько ниш пустых, категорически пустых ниш. И я до сих пор придерживаюсь этой точки зрения, что реально очень много денег почти что в Кызыле, в Туве, они реально лежат под ногами. Их много, здесь нет такого, что здесь нет денег. Просто не полениться их разглядеть, наклониться и поднять.
Так вот, я ту же самую мысль ему, ну, вот, на то время озвучил. Он говорит, да как так вот? Типа, все уже разобрано, все на своих местах сидят. Я говорю, ну, ты как? Говорю, вот. Я говорю, просто, я говорю, настолько, что можешь глаза закрыть, там, покружиться и вот так вот наугад пальцем ткнуть куда-нибудь, и это окажется пустая ниша, где, ну, довольно много денег есть, которые можно заработать. И он такой, да нет, я что-то так это, ну, в общении так вот, ну, продемонстрировал, вот так вот ткнул, и сам глаза открыл, и посмотрел, куда палец ткнул, и оказался там забор. И забор оказался такой, ну, косенький такой, ну, не очень красивый. Вот забор, он, ну, страшно. А где компания, которая там хотя бы ограждения какие-то строит? Он такой, ну, да, наверное. Ну, и так что-то поговорили, там, чай попили, да разошлись. И он там интереса не проявил к этой истории, а у меня-то, ну, там, месяц-два прошло, и вот на третий месяц я взял, посчитал там, ну, элементарную финмодель и понял, что, да, действительно, емкости рынка достаточно, чтобы, ну, в принципе, там, нормально зарабатывать на хлеб с маслом, даже просто вот в сегменте элементарных ограждений. И, ну, я реально до сих пор придерживаюсь мысли, что, ну, реально очень много ниш в Туве, где очень много денег есть. Просто надо их разработать. Бизнес с ограждениями, он начался как боль меня самого, как клиента, который не может найти нормальных подрядчиков, чтобы ты действительно там пришел, и в договоре было написано там, не знаю, 10 дней, и стоимость такая, и все, это не меняется. И, ну, мы реально стали такой компанией. Ну, и действительно, мы, если там пишем в договоре, что, ну, условно, там 14 дней, это обязательно 14 дней или ранее. И если мы пишем там 97 341 рубль, то это реально 97 341 рубль, и ни копейкой больше. Потому что да, там на самом старте мы 2-3 раза ошиблись, и реально дороже выходило нам, но так как, ну, то есть слово есть слово, и в договоре это все зарегистрировано, то мы несколько, там, 2-3 объекта выполнили себе в минус. Но стали умнее и тщательно подходили дальше к проработке смет. И если мы там в договоре прописали, допустим, там 12 дней, и за каждый следующий день, если мы начинали не успевать, то минус 1000 рублей со стоимости изделия. Ну и действительно, мы, по-моему, за все это время, ну, сейчас уже больше 100 объектов у нас, и мы, наверное, 2 раза чуть-чуть просрочили, но мы действительно там на 2 или 3 тысячи снижали стоимость. В идеале вообще, то есть, ну, начнем с того, что денег, собственно, и не нужно. И вообще деньги – это в бизнесе сугубо подчиненная субстанция, которая следует, ну, вот за тобой и за качеством принимаемых решений. То есть даже те же вот ограждения элементарно, ну, казалось бы, забор да забор, ну, просто вот, ну, реально нам хотелось на старте, чтобы было нормальное место, вот обратился и нормально тебе сделали. То есть как есть там расхожее, по-моему, выражение, ну, нормально делай, нормально будет. И мы вот прям, ну, реально там старались, рассчитывали ветровую нагрузку, там, ветровой зазор, и многие-многие вещи. То есть просто нужно посмотреть 2 вещи. Рентабельность по активам, балансовый отчет построить и посмотреть рентабельность капитала. И зачастую происходит так, что, как сказать, вот когда кредит берешь, сколько-то процентов этот кредит стоит. Но по факту, в принципе, для бизнеса не важно, сколько стоит кредит. Пусть он стоит не 6, а 16, а может быть даже 66. Не суть это важно, а важно, чтобы на вот это привлеченные деньги и их стоимость, рентабельность твоя была там, ну, то есть, если у тебя кредит 66, ну, пусть если у тебя рентабельность 100, ну, бог с ним, заплатил 66, вроде бы кажется, что космос. Но зато там свои 4% рентабельности ты нашел. Ну, для меня бизнес – это такая очень созидательная сила, очень созидательное начало. Ну, просто ты приходишь, смотришь на какие-то вещи, которые были, ну,
делаются или там существуют ну, в не очень крутом виде, не очень хорошем, да, и просто там, в меру своего понимания, в меру своих компетенций стараешься сделать так, чтобы ну, было не очень, а стало ну, получше. Было не очень хорошо, и стало хорошо. Ну, как-то вот так. И это возможность через вот это созидательное начало приносить пользу, в принципе, для, там, ну, для меня, по крайней мере, для трех составных, ну, для трех элементов, то есть ну, для своей родины и там, для своего государства, ну, в виде того, что налоги будешь платить, и для своего сообщества, сограждан и своих сотрудников, что ну, что-то ты улучшаешь в окружающей действительности, и там, ну, те же зарплаты платишь, да, ну и понятно, что для себя и для своей семьи, ну, чтобы там хлеб с маслом был у твоей семьи. Вот как-то так. Ну, сейчас мне очень зашли книги Юваль Ной Харари «Сапиенс. Краткая история человечества». Вторая книга, ну, то есть первая «Homo sapiens», полное название, да, «Краткая история человечества». Вторая «Homo Deus», вторая часть «Краткая история будущего». И там сейчас вот читаю третью часть «21 урок для 21 века». То есть помогает вообще понять, что за процесс у нас в целом происходит, и находят эти идеи во мне большой отклик. Ну, то есть есть элемент еще такой, ну, как бы патриотизма у меня очень... Вот меня очень больно ранит, когда там какие-то, ну, люди незнакомые там как с большой родины России и с малой родины с Тувой какими-то клише рассуждают и там пренебрежительно где-то высказываются, да, но я считаю, что там самое лучшее опровержение этих клише, ну, не то, что там схватить человека там и начать за рубашку его трясти, да, а просто подтвердить фактами и ну, делом подтвердить. Ну, я очень реально хотел бы, чтобы у нас ну, все сограждане очень большие шаги вперед делали. Ну и вот, то есть даже если просто вот элементарно посмотреть, у нас весь совокупный ВВП России за ну, вот, ближайших периодов, там более-менее известная цифра, 18 или 19 год, это порядка 5 триллионов долларов. А совокупный ВВП Америки 15 триллионов долларов, а Евросоюз 25 триллионов долларов. Соответственно, наши ну, заклятые партнеры, да, скажем так, мягко, суммируя, почти что в 10 раз их ВВП превосходит ну, российский. И это очень большой ну, такой соревновательный момент. И действительно, ну, максимум приложить каких-то своих скромных сил. Да, я там ну, не Илон Маск и не могу сразу же $1 миллиард добавить в ВВП там, России, но пусть там я небольшой предприниматель там добавлю, ну, условно, хотя бы $50 000, там ваша компания добавит $50 000 и так далее, ну, в перемножении это все равно даст эффект. И ну, какие-то такие моменты очень меня находят отклик в этих книгах. Ну, не знаю, Михай Чиксент-Михай «Поток психологии оптимального переживания» тоже помогает понимать, что у тебя внутри происходит там, в разных видах деятельности. Ну, в принципе, очень много книг таких. Ну, самая лучшая книга, я не знаю, та, которую читаешь, по крайней мере, а не та, которая там топ отзывов, но она стоит на полке, и ты ее не читаешь. Вот, наверное, лучше так ответить. Я думаю, что очень важна дисциплина, особенно в предпринимательстве, потому что ну, формально, над тобой формально начальника нет. Ну, и тут сам статус обязывает, то есть ты же не можешь, там, ну, условно, где-то ты в структуре работаешь, позвонил такой, ну, там, неохоту, да, там, или погулял накануне хорошенько, и ты как бы можешь, ну, такой, алло, шеф, у меня там, я заболел насморком, я не могу сегодня, там, завтра приду. Ну, и как бы вот, ну, в предпринимательстве тебе же некому звонить, ты же не будешь сам себе там, алло, я там заболел насморком. Ты идешь и там занимаешься трудом, там, задачами, которые, ну, требуют решения. И, то есть, ну, я считаю, что самый первый момент это все-таки, ну, такая дисциплина. И она очень близко лежит
Ну, вот, собственно, тоже одна из вещей, которые я там упоминал, что деньги – это такая подчиненная субстанция, да, для бизнеса. То есть, ну, как бы расхожий стереотип, ну, допустим, круто быть миллионером. И с этой точки зрения тут такой любопытный, ну, то ли парадокс, то ли свойство есть. Держать свое слово, оно, ну, это тоже там превыше, наверное, реально всего остального, потому что с этой точки зрения, вот, что такое, я там, не знаю, со вторника начну бегать, там, ну, по 5 километров в день, допустим, да, или там через день. Это же слова, и с этой точки зрения, там, я там через 5 лет стану миллионером, это тоже слова. И как бы, ну вот, держать свое слово о том, что ты, если ты сказал, что во вторник пойдешь бегать 5 километров, и реально там дождь, не дождь, снег, не снег, ты встал, оделся, шапку одел, там, кроссовки одел и побежал, то как бы, ну, концептуально, метафизически это одно и то же. И просто если ты там в этом малом привыкнешь скрупулезно вот это слово свое выдерживать, то неизбежно, просто, ну, реально неизбежно, если ты сказал, что через 5 лет, там, ну, цели же у людей разные, ну, там, кто-то скажет, там, через 5 лет стану миллионером, то, в принципе, через вот это ты неизбежно к этому придешь. Оно, ну, само так станет, потому что ты уже будешь тем человеком, который, ну, уже настолько привык свое слово держать, что оно самосбывающее пророчество некое произойдет. Вот. Ну, наверное, вот эти два таких, то есть держать свое слово и, ну, дисциплина. Оскар Хартман тоже довольно интересные там концепции какие-то применяет. В принципе, последить за Черняком, Евгений Черняк, да, тоже и интересно. Ну и, может быть, там Маргулан Сейсенбаев, тоже там человек, который из Казахстана, да, там в свое время был в списке Forbes, ну тоже как-то через себя это все пропустил, то есть он знает, как там владеть там яхтой номер 1 в мире, но он как-то очень такой большой здравый смысл сохранил. И очень интересные идеи как бы доносит. В принципе, я считаю, что там все вокруг энергии. И, то есть закон сохранения энергии, он всегда работает. И потому что и если, в этой связи, если ты там в бизнесе взял, ну, или даже не в бизнесе, как-то нечестно эти деньги заработал, или у кого-то их забрал вот так, ну, не на бизнесовой основе, не на основе вин-вин, да, а просто, ну, своровал, грубо говоря, то это же все равно вопрос энергии, и там, ну, условно, там вчера где-то что-то своровал, а завтра там идешь, упал и на ровном месте там споткнулся и руку сломал себе. И иногда там человек может думать, ну, блин, что такое, вроде на ровном месте шел и взял и руку себе сломал. А для меня это вот, ну, как, ну, вот где-то ты не свое вот это взял, и просто сама вот этот баланс энергии во Вселенной, видимо, он как-то так тебя сбалансирует, что, ну, излишек этот в другом месте заберет. А так как вот, ну, я еще раз считаю, что деньги довольно такая подчиненная субстанция, но лучше уж пусть это будет, ну, как бы в деньгах не придет тебе то, чего тебе не должно прийти, а придет то, что ты в обмен отдал свою энергию, там, мыслительный процесс, какие-то вот эти вещи. Не знаю, во всем соблюдать баланс, наверное. Вот это, наверное, мой девиз, если уж так подойти к этому вопросу. Чтобы вот, да, действительно все было сбалансировано. То есть, если ты что-то себе взял или заработал, то в ответ ты должен там качественную услугу предоставить. Или там, ну, энергия должна вот так как бы циркулировать в обе стороны.